Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники». И здесь мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Кажется, Гагаузия погрузилась в нескончаемый хаос. Что не новость, что не сообщение от депутатов Народного собрания Гагаузии, от исполнительного комитета. Кажется, вот такого еще не было. Но вот на днях Народное собрание Гагаузии объявило о том, что приглашает всех на митинг. 7 июня всем предлагается выйти на митинг. Такого еще не было. Что я имею в виду? Такого еще не было, чтобы депутаты Народного собрания Гагаузии приглашали людей на митинг, на котором они хотят что-то сказать власти в Кишиневе. То есть политические инструменты использованы или нет? Мы подумали сегодня с Еленой Карамит об этом поговорить. Для этого, конечно, как вы понимаете, друзья, мы пригласили в студию депутата Народного собрания Гагаузии. И поговорим не только о Народном собрании, но и о предстоящих выборах, может быть. Каким получится разговор, вместе увидим. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр Тарнавский, экс-председатель НСГ, депутат Народного собрания Гагаузии 5, 6, 7 созывов. Автор и соавтор более 30 законодательных инициатив, многие из которых приняты и действуют в Гагаузии. Среди них закон о поддержке молодых семей в приобретении жилья Илькиев, о бесплатном горячем питании школьников Гагаузии с 5 по 12 классы, о фонде возмещения контрибуций местным органам власти для привлечения грантовых средств в реализации проектов, о фонде поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении за рубежом, закон о капитальных инвестициях, обеспечивший справедливое распределение средств из бюджета Гагаузии для развития сел и городов автономии и многие другие. Член рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии по гармонизации законодательства с 2015 по 2023 годы. Председатель Конгресса местных властей Молдовы в Совете Европы с 2017 года. Александр Григорьевич, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну, для начала мы, наверное, зрителям нашим скажем спасибо, друзья, что вы присоединились к нам. Но если вдруг вы еще не подписались на Gagauzy Media, то мы предлагаем вам сделать это прямо сейчас. А если нравится дискуссия, ставьте лайки. Ну и дальше, наша рекомендация. Предложите друзьям смотреть наши дискуссии. Мы их разворачиваем здесь для того, чтобы могли граждане все лучше понимать, что происходит в автономии, в стране и, в общем, как к этому относиться. Важно каждому гражданину. Начинаем дискуссию. Александр Григорьевич, со времени последней дискуссии, казалось бы, прошло с вами, вот в этой студии, прошло не так много времени. Но событий так много, что некоторые из них, наиболее важные, хотелось бы с вами обсудить, вернуться к ним и обсудить. В апреле было принято решение Конституционным судом, что Народное собрание Гагаузии больше не принимает участие в назначении прокурора, главного прокурора Гагаузии. И тогда мы помним те события, помним то заседание, помним поездку депутатов Народного собрания Гагаузии в Кишинев, в дипломатические миссии. Как вы оцениваете вот эту поездку к дипломатическим миссиям избранников, гагаузских избранников, и результаты этой поездки? Мне очень приятно с вами беседовать, потому что, я думаю, одна из основных миссий того проекта, который вы создали, это то, что был другой взгляд на происходящее. Потому что есть официальная пропаганда, скажем так, со стороны ГРТ, есть официальная пропаганда со стороны органов власти Гагаузии, и есть очень немногое количество медиа, которые представляют иной взгляд, чтобы люди, которые вот следят за информацией, могли для себя сделать выводы, где правда, разобраться, где объективность. И я вот просто благодарю за то, что вы имеете этот проект, и есть возможность к вам прийти, высказать свое мнение. Я не претендую, что мое мнение настоящее, что оно действительно справедливое, но оно мое, искреннее. А да, мы создаем площадку. Да, вы создаете возможность для того, чтобы очень внимательно, ответственно говорить о том, что я думаю. Поэтому спасибо вам за это. В отношении поездки это мои коллеги, и вы были моими коллегами. И мы всегда, несмотря на то, что у нас иногда была позиция, наверное, противоположная той, которая была у власти,
тем не менее мы чувствовали народным собранием своим неким домом, да, вот своим общим местом работы. И поэтому, когда происходит что-то с народным собранием, особенно в настоящее время, потому что этот институт власти, по моему мнению, дискредитирован, и вот эта поездка, это вот в шлейфе этих событий, потому что есть определенные дипломатические правила, есть определенные человеческие правила взаимоотношений. Когда тебя не приглашают, ты не можешь поехать на эту встречу. Более того, мы уже, наверное, 1,5 года как прекратили институциональный диалог, который у нас был создан, официальный диалог между парламентом и Народным собранием. Кстати, куда могли мы приглашать и представителей ОБСЕ, и представителей дипломатических миссий. И посольство Швеции вообще координировало, помогало вести этот процесс диалога. И мы вот заменили вот этот институциональный диалог, где мы могли аргументировать права Гагаузии, защищать те полномочия, которые есть в автономии, вот заменили на вот эти поездки, когда нас даже не ждут. И поэтому вот эта реакция этих дипломатических миссий, она очень показательна. И даже нам сказали, что они через неделю отреагируют и, возможно, пригласят, но вы видите, что ничего так и не пригласили. Ничего не происходит и не произойдет. Почему потому что, не произойдет? Потому что наш институт власти, после вот той, мы много раз с вами это подчеркивали, после поездки председателя Народного собрания, который представляет Народное собрание Гагаузии во внешних отношениях. Поездка в Израиль, встреча с Иланом Шором, который является угрозой национальной безопасности. Это все наложило отпечаток на все Народное собрание, и мы сейчас вроде бы законны с точки зрения права. Да, нас избрали, мы имеем печать, имеем подпись, но мы нелегитимны, нас не признают. Конечно, не признают и те, кто здесь, кто уважает суверенитет нашего государства, кто представляет интересы других государств через посольство в нашей стране. И, конечно, они подчиняются той политике государства, которая все, что связано с Иланом Шором, это токсично и это отстраненно. Поэтому не будет диалога, не будет решения Народного собрания в интересах жителей не Гагаузии. приняли, то есть вы не пошли, потому что вас там не ждали, потому что не пригласили, вы не участвовали в этой поездке? Это первое, что никто не пригласил. И второе, не менее значимое, я являюсь приверженцем той идеи, что у нас была площадка для диалога, где эти вопросы нужно обсуждать и решать. И ее тогда закрыли, проголосовали, несмотря на то, что мы много раз просим восстановить этот диалог, они не идут навстречу, я имею в виду большинство в Народном собрании. И поэтому быть игрушкой в чьих-то руках, в данном случае Президиум Народного собрания, я не согласен. На студии был посол Японии, который сказал, мы тогда обсуждали с Леной Федоровной, что насколько точно, правильно свои мысли довольно открыто высказал дипломат в этой студии, когда сказал, что для нас Шор, для корпуса посольского, для нас Шор — это криминогенный персонал. Персонаж, да. Для нас Шор криминогенный персонаж, и мы не хотим иметь никаких взаимоотношений. Почему же такие мысли, наверное, не только один посол в этой студии говорил, говорили, наверное, нашим представителям Народного собрания Гагаузии в каких-то, возможно, частных беседах, много раз политики, либо дипломаты разных уровней. Почему не задумываться над этим те, которые вот сегодня в Народном собрании Гагаузии организовывают встречи в дипмиссии? Вот это актив Константинова. Почему они с этим не соглашаются все-таки? Константинов совершил политическое преступление против Гагаузии, когда встретился с Иланом Шором, причем сделал это без разрешения Народного собрания. То есть мы не обсуждали этот вопрос для того, чтобы он туда был командирован. Израиль имеется в виду? Да, мы это не обсуждали. Если бы он поехал как депутат от села Ферапонтьевки решать вопросы своего населенного пункта, это одна ситуация. Но тогда ты представляешь в соответствии с законом, в том числе национальным законом, Народное собрание, едешь на встречу с человеком, который это государство считает угрозой своей безопасности. А Константинов так не считал, потому и поехал. Он после того, как об этом начали говорить открыто, что он совершил политическое преступление, вот все его действия направлены не на то, чтобы покаяться, не на то, чтобы извиниться, не на то, чтобы принести свои какие-то слова сожаления, что так получилось. Он, наоборот, создает условия, что кто-то виноват. Он создает условия для конфронтации. Только из-за того, чтобы выгородить себя из того, что он натворил. Но, Александр Ильич, мы часто видим, что как только происходит какая-то ситуация, он забывает о том, что ему хочется быть в конфронтации, он обращается то к президенту страны, то в дипмиссии для того, чтобы получить поддержку. Как это стыкуется, простите за это слово, с его действиями и мыслями, о которых говорите вы?
Это диссонанс полный, и это политический цинизм, скажем так, потому что когда вы говорите о том, что прошли выборы президента Республики Молдова, и вы считаете, что она нелегитимна, что вы на территории Гагаузии ее не принимаете, вы не собираетесь с ней сотрудничать, и об этом заявляют первые лица Гагаузии, и после того, когда мы здесь натворили беду настоящую в сфере финансов, в сфере бюджета, наверное, с Интертабаком мы еще с вами эту тему обсудим, вы вдруг обращаетесь за помощью к президенту Республики Молдова, прекрасно понимая, что судебная власть у нас по Конституции это автономная ветвь власти, на которую не имеет влияния ни президент, ни одно должностное лицо в стране, если мы считаем себя демократическим государством. Александр Анатольевич, у меня вот еще такой вот вопрос. Значит, в апреле созвали срочное заседание Народного собрания Гагаузии, обвинили Кишинев в действиях, которые противоречат автономии нашей. Обвинили Президиум Народного собрания в бездействии. Решили поехать в дипмиссии. Поехали. И вот сейчас тишина. Уже нет проблемы в этом вопросе? Приняли? Когда нет возможности проблему обозначить и решить, вот делаются вот такие пиар-акции, политические акции. Это инфоповоды просто. Абсолютно верно. Для это того, чтобы о них пиар-акции, заговорили. чтобы людей где-то успокоить, показать, что мы чем-то занимаемся. Но на самом деле сегодня руководство Гагаузии, оно зациклено между вторым и третьим этажом. Оно не может даже выйти из стен нашего здания, чтобы поехать в Кишинев и решить проблему жителей Гагаузии. Я говорил и буду настаивать, что 90% проблем жителей Гагаузии, они находятся на уровне национальном. Мы часть общего государства. И когда нет диалога между Камратом и Кишиневом, вот эти 90% проблем, они остаются в подвешенном состоянии и не решаются. И вот гагаузская власть, она очень четко обвиняет Кишинев в тех бедах, которые происходят в Гагаузии. Часть из этих проблем я поддерживаю, об этом публично говорю, но никогда власть Гагаузии не говорит о том, что часть ответственности и важная ответственность лежит на властях Гагаузии. Но вы, мне кажется, очень многого хотите как депутат от своих коллег, когда вы ждете от Константинова каких-то признаний своих ошибок. То есть понятное дело, что это нормально для любого маломальски образованного культурного человека, осознающего, что власть, данная тебе, она требует ответственности и признания своих ошибок. Да, ошибаться могут все. Поэтому я не жду лично, Александр Григорьевич, каких-то покаяний Константинова за свою поездку историческую в Израиль на переговоры с Шором. Я маленькую ремарочку. Я же был тоже в той ситуации, которую вы сейчас описали, находятся мои коллеги, которые поддерживал Дмитрия Георгиевича еще 2 года назад и в тот период, когда его избирали. И потом, особенно после этой поездки в Израиль, у меня позиция изменилась. И я хочу сказать, что в Народном собрании на самом деле Дмитрий Георгиевич Константинов уважает или прислушивается к мнению считанных людей, считанных депутатов, которых он по-настоящему уважает. И мнение кто которых, они, можете сказать? Их не хочу персонализировать, их всего лишь несколько. Всех остальных он использует, в том числе когда-то как меня. И я не могу понять, почему у взрослых людей до сих пор не открылось вот это мировоззрение, не открылся этот взгляд на Дмитрия Константинова, и почему-то они считают, что он им дает рабочее место, он им предоставляет служебное помещение, он им предоставляет служебный транспорт, что они от него в какой-то мере зависят. Нет, он один из всех, равных. Он всего лишь администратор Народного собрания. К сожалению, вот у моих коллег многих пока вот эти глаза не раскрылись. Александр Григорьевич, хочется, мне кажется, логичным сейчас повести разговор о том, с чего я этот выпуск начинала. Да? Вот тогда, когда площадка, которую имели диалоговая, закрыта собственноручно Народным собранием Гагаузии, когда никакого диалога нет ни с одной международной организацией, все-таки они периодически говорят: да, мы ведем диалог, да, нас там в Турции принимают, еще где-то принимают. Хотя мы видим, что нигде никто не принимает. Выдумываются какие-то поездки для того, чтобы обозначить, дескать, помните визит Башкана на какую-то журналистскую конференцию, что это такое там было. Мой вопрос сейчас, вот это не то что бездейственность, да, а еще и отсутствие продуктивности в деятельности Народного собрания Гагаузии как власти.
подтверждается тем, что давайте мы уже не можем сами, мы за 2 года не смогли привлечь никого из послов, никого из международных организаций к проблеме гагаузской автономии и Кишинева. Придите, народ, пожалуйста, и встаньте за нами. Но вот сейчас вот этот митинг анонсированный, разве это не постыдно и не позорно? Разве Народное собрание Гагаузии должно призывать людей на митинги? Я не помню таких примеров, я, конечно, не изучала историю всех стран, бывало ли это где-то в какой-то стране, но я не помню такого случая в нашей Гагаузии, чтобы какой-то башкан или Народное собрание приглашало на митинг протеста против властей Кишинева. Во-первых, диалог на уровне рабочей группы разрушило не Народное собрание, это разрушил в первую очередь Илан Шор. И я вам напомню, что до того решения, как приостановили мы диалог на уровне Камрата и Кишинева, первыми, кто покинул рабочую группу, был депутат от партии Шор, госпожа Апостола. То есть это был предвестник того, что потом произошло в Камрате. Но голосовали депутаты наши, да, гагаузские. Потому что мы стали не самостоятельным регионом, не принимать решения в интересах жителей Гагаузии, а стали принимать решения в интересах Илана Шора. Это его была задача и цель уничтожить диалог между Камратом и Кишиневым. Он первый вывел своего депутата из состава диалоговой площадки. Наше решение это уже было просто следствие вот этих всех событий. И то, что сейчас мы с вами начинаем обсуждать митинг, это все действия одной цепи. Но то, что это действие одной цепи, наверное, подтверждает и видео. У нас есть фрагмент видео. Если мы его посмотрим, то наверняка заметим эту связь. Видео с Иланом Шором, который призывает оппозиционные силы. Он периодически делает какие-то обращения. Да, так вот, одно из его обращений было прямо в канун вот этого анонса Народного собрания Гагаузии о том, что пройдет митинг в Камрате. Давайте посмотрим. Я просто считаю, что сегодня, объективно надо говорить, пришло время оппозиционным политикам во всех странах прекратить бороться в белых перчатках с теми, кто против тебя идет с автоматами. То есть сегодня надо открыто говорить, что мы те, кто против режима, который, по сути, сегодня установился как в Румынии, так и в Молдове, должны перестать бояться, перестать постоянно оправдываться за ложное обвинение в наш адрес, людей вытаскивать на улицу и жестко давать отпор действующим режимам. Другого выхода у нас нет. После этого обращения появляется на странице Народного собрания Гагаузии вот этот вот призыв организовать митинг, организовать протест. Но что интересно, написано, что обращается организационный комитет. Нет имен. А вы входите в этот оргкомитет? Да. А вы голосовали за то, чтобы Народное собрание такое решение приняло и призвало людей на такой митинг, Александр Григорьевич? Посмотрите, пожалуйста, человек, Илан Шор, политик, выступает в респектабельном кабинете, находится в Москве, живет в фешенебельном районе на Барвихе, в Москве. То есть у человека очень красивая жизнь, но он призывает нас здесь, в Гагаузии, к конфликту. Да, снять белые перчатки. Снять белые перчатки. Да. Нам, которые здесь живем, которые здесь стараемся что-то созидать, что-то оставить после себя, чтобы мы пошли на конфронтацию. Он, который уехал и живет припеваючи. Но он не уехал, он сбежал. Он сбежал. Большая разница есть. Почему вот конфликтологии есть такой аспект? Это же конфронтация, вот то, что мы сейчас смотрим. Есть совсем диаметрально другая ситуация в конфликтологии, когда люди идут на примирение, когда люди ищут точки соприкосновения, когда мы обозначаем наши гагаузские вопросы, политические вопросы, но просим их решать через диалог. Здесь нам предлагают другое. Цели. Нам предлагают другое. На официальном сайте Народного собрания с использованием герба, с использованием символов Народного собрания об этом речь. Проводится мероприятие против власти. То есть власть проводит мероприятия против власти. Это действительно, я не знаю таких примеров, что происходит вообще с Народным собранием. Мы заменили институциональный диалог на вот эту уличную демократию. И какое решение там будет принято? Какая повестка дня? Какой вообще будет вопрос обсуждать люди, за что будут голосовать, наверное, каким-то образом? А вы представляете, если, смотрите, от вашей мысли исхожу, власть голосует против власти. Законно избрана и одна власть в Кишиневе, и наша власть, которая сейчас здесь. Представляете, а если теперь в Молдове родится тоже такая идея?
а давайте-ка мы соберемся и скажем, что нам не нужна Гагаузия, мы против власти в Гагаузии. Что это такое вообще? Что ШОР делает в Гагаузии? И почему Народное собрание использовало, как вы сами тут сказали, официальный сайт, официальный инструмент, использует Народное собрание как законодательный орган, организатор, там сидит оргкомитет? Кто эти люди? На основании какой статьи вы организовываете этот митинг? Обсуждали ли на Есть заседании Народного собрания Гагаузии? Это Голосовали коллегиальный ли за орган. него Голосовали ли вы за депутаты? этот митинг? Конечно, нет. Более того, вопросы, которые обозначены для того, чтобы обсудить с людьми, они очень показательны. Первое – это антигагаузская политика. То есть в Народном собрании Гагаузии используют риторику этнического противопоставления. А его нет. Это очень опасно. Давайте мы с вами просто проанализируем факты, а где в Республике Молдова есть этническая нетерпимость. Какие есть примеры? Последний пример, который я могу привести, это президентские выборы Республики Молдова, где открыто участвовали два этнических гагауза в предвыборной гонке. Кандидаты Более того, в президент. один кандидат вышел во второй тур и даже больше всех набрал голосов на территории Республики Молдова. То есть он выиграл выборы внутри страны, где большая часть населения молдаване, не гагаузы. А где же здесь этническая нетерпимость? Александр Григорьевич, но я не увидела в этом анонсе митинга какую-то этническую нетерпимость, о которой хотят сказать в Народном собрании Гагаузии. Там есть один из вопросов, который обозначен, антигагаузская политика. А давайте посмотрим на видео, которые делают как раз те СМИ, которые шлейфом несут всю информационную кухню ШОРа здесь, в автономии. Давайте посмотрим на это видео. 7 июня в Камрате состоится общенародный митинг за сохранение гагаузской автономии. Проведение акции протеста анонсировало Народное собрание Гагаузии. Сообщается, что на митинге будут подняты вопросы антигагаузской и антинародной политики центральных властей и партии ПАС, направленные на разрушение межнационального мира, стабильности и согласия в стране, а также на ликвидацию гагаузской автономии. Митинг будет проведен без партийной символики, флагов и лозунгов. Начало акции в 15:00. У меня возникает один вопрос. Константинов, конечно, с его позволения такое письмо, обращение появилось на сайте Народного собрания Гагаузии. Он понимает, на что он толкает гагаузский народ? Он не в том состоянии, чтобы понимать, на мой взгляд, простите. Я не знаю, кто формулирует мысли и повестку дня, которая сегодня в Народном собрании. Но то, что она далека от повестки, которая беспокоит людей, это однозначно. Вот вы посмотрите, вторая часть повестки этого предстоящего митинга – это угроза существования гагаузской автономии. Да, с чего взяли? Почему открыто не говорят политики, в том числе в Камрате, что статус Конституции, статус Гагаузии минимум отражен в 3 статьях Конституции: 72, 110, 111. 111. Вы знаете, чтобы Конституцию изменить, нужна какая процедура? Минимум 2/3 голосов в парламенте. Да. То есть это невозможно. Статус Гагаузии невозможно изменить. Вот для чего это транслировать, для чего говорить о вещах, которые между жителями Камрата и Кишинева не существует этих проблем. Александр Нет Григорьевич, этнической давайте розни. не задавать вопрос, простите, для чего? Понятно для чего, нам с вами. Мы же хотим тут еще и людям объяснять, для чего. Вот давайте раскрывать скобки, Так как вот я это хочу видно вам, сказать для чего. людям, что ту повестку, на которую вас приглашают, она вообще не имеет смысла. Этого контекста не существует. Дмитрий Константинов, еще раз повторяюсь, прикрывает свои политические преступления против Гагаузии вот такого рода событиями. Более того, исполнительный комитет также прикрывает свою дисфункциональность вот такого рода событиями, потому что никто не выходит и не собирает людей, чтобы отчитаться о тех обещаниях, которые они давали, о рабочих местах, об аэропорте, об инвестициях. Вот это все уходит на второй план, и мы обсуждаем ПАС, Маю Санду, возможное объединение с Румынией, что угодно, кроме ликвидацию автономии. ликвидацию, кроме того, а с чем вы пришли к людям? Вас же выбрали, вы То есть обещали. одна цель – скрыть свою недееспособность. Политические преступления. Политические и второе, преступления. свою дисфункциональность. Вас выбрали люди. Да? Вот депутатов Народного собрания люди наделили властью для того, чтобы они решали проблемы граждан. Мы, которых наделили люди властью, говорим, что давайте мы вас, люди, соберем на митинг
Потому что И мы пойдем против другой власти, которую тоже избрали люди. раскрываем скобки. Мы вас собираем, потому что мы вас обманули. Мы не можем сделать то, что мы вам обещали. Но так, если раскрывать скобки. Мы нашли врага. Да. Мы нашли И внешнего врага. Акцент мы сместим Да, на врага. абсолютно верно. И можем здесь продолжать Плюс, работать в своих интересах. плюс это полностью входит в пазл Илана Шора, направленный на конфронтацию с Кишиневым. Плюс это какая-то уже политическая база для тех партий, которые Илан Шор попросит поддержать на парламентских выборах. То есть все вопросы, которые интересуют Илана Шора, интересуют власти Гагаузии, но только не интересуют наших людей. Александр Григорьевич, глядя сейчас на эти два видео, которые мы посмотрели. Первое видео у нас был Шор, и второе видео, когда... То есть Шор говорил нам о том, повторяю мысли с видео. Шор говорил о том, к тому, кому он обращался, давайте не в белых перчатках, дословно против тех, кто направил на нас оружие. Что-то такое было сказано, да? Более того, он сказал, И давайте давай- действовать не по закону. Давайте действовать не по закону. Да, Ну, снимайте так вот перчатки. они не по закону и действуют, Народное собрание Гагаузии. Нет в законе того, чтобы Народное собрание анонсировало что-то, не приняв решение на заседании Народного собрания Гагаузии. Разве нет? Есть Ведь это- законные рамки, как Народное собрание должно реагировать на политические события. А оно само это заседание организатор этих комиссии, событий. это внеочередные заседания Народного собрания, это очередные заседания Народного собрания. Есть политическая Александр Григорьевич, но культура, это как это событие, решается. это событие, Народное собрание выступает организатором этого события. Это вообще не предусмотрено в законодательстве, более того, это не предусмотрено в человеческой логике. И тогда у меня вопрос сейчас. Смотрите, выходит Шор за 3 дня до анонса Народного собрания Гагаузии, а в анонсе Народного собрания Гагаузии этого события мы видим, что они исполняют то, к чему призывал Шор. То есть получается, что Шор разгребает жар чужими руками, продвигает какие-то свои идеи. Шор признан, осужден, вернее не признан, осужден на 15 лет. Это уже знают все граждане Республики Молдова, я так думаю. Но депутаты Народного собрания ни перед чем не останавливаются и вовлекают в это еще и людей. Так вот, я считаю, что это мое личное мнение, гражданская позиция. С момента, когда появилось вот это объявление Народным собранием Гагаузии об этого митинга, я считаю, что все те, которые, то есть Народное собрание Гагаузии первым шагом, что должно сделать, должно призвать ответственности тех, кто эти оргкомитет, кто это заявление разместил и почему Народное собрание выступает вот этим организатором. Вы потребуете ответа от своих коллег? Вы хотите, чтобы От Народное спикера. собрание потребовало у Народного собрания отчет и ответственность за свои действия? Это глупо, но это первое, что должны делать, наверное, те депутаты, которые не согласны с этим. Те мне так депутаты кажется. на протяжении всей своей деятельности, особенно в последнее время, это обязательно и делают, и будут делать. Но проблема в том, что решающее большинство, которое принимает политические решения в Народном собрании, оно сегодня вот как раз участвует в том числе в проведении такого рода мероприятий, которые у нас Александр Ильич, анонсируются. Но у меня возникает вот следующий вопрос. Сегодня говорят о том, что нужно выйти на митинг, и Константинов это поддерживает. Завтра скажут о том, что нужно брать оружие в руки, идти войной против Кишинева, и на это пойдут наши люди. Ведь это же какие-то такие эксперименты с людьми, вы понимаете, это же не случайно. Давайте не преувеличивать роль вот этих событий и политиков в том, что может произойти. У Дмитрия Константинова и у многих людей, которые являются его ближайшим окружением, практически нулевая легитимность. То есть у них нету Доверие к ним. доверия, Я нету согласна. доверия у людей, нету действительно К ним персонально, да. Именно поэтому они тянут выборы в Народное собрание, не назначают дату, потому что они понимают, что есть огромная вероятность того, что они эти выборы не выиграют. Но, Александр Львович, можно заплатить и собрать вот на этой площади огромное количество людей Всё, на вот этот митинг. это событие этим и закончится, что люди, которые у нас дежурно участвуют в такого рода мероприятии, они будут участвовать в этом митинге. Поэтому не стоит преувеличивать это Хорошо. событие. Оно будет очень обычным, обыкновенным, примитивным, с тем же набором инструментов, которые мы слышали до этого в сторону Кишинева. Больше ничего. Предположим, я очень хочу, чтобы так это не произошло, но предположим, используя власть, исполнительный комитет на 7 июня обязывает, призывает, как угодно, да, всех бюджетников участвовать вот в этом самом митинге. Не только Пойдут бюджетников, люди? но и пенсионеров, которые бюджетников, получали как минимум. какую-то поддержку Люди, на протяжении Люди- года. люди пойдут, конечно, и что это пойдут. такое будет? Люди пойдут, прежде всего, те, которые зависят от этой власти.
не обязательно поддерживают, а зависят. Я говорил о том, что исполнительный комитет крупнейший работодатель в Гагаузии, потому что только в структурах исполнительного комитета работает почти 400 человек. Так эти 400 человек могут пойти на Конечно, этот митинг, потому что им могут сказали в обязать. управлении образования или где-то Их скажут. могут обязать, но это не значит, что это люди придут и активно будут выступать против Кишинева, потому что большая часть из них, которых я общаюсь, они, во-первых, говорят о том, что они поддерживают вот эти высказывания, направленные против Илана Шора, против действующей власти в Гагаузии, потому что эти люди уже давно работают в структуре исполнительного комитета, я имею в виду среднее звено, да, вот. И эти люди, они сами удивлены тем уровнем безответственности и неэффективности, который сегодня царит в органах власти. И мне очень неудобно, что Народное собрание, в котором мы с вами работали, я уже больше 10 лет работаю, вот оказалось на том уровне функциональности, на котором находится сейчас. Сами люди, которые работают в этих структурах, удивлены и подавлены теми результатами, которые есть у нашей власти, потому что их на самом деле нет. Тогда вы думаете, что это будет такая картинка, то есть Абсолютно. создают мероприятие для того, чтобы отчитаться перед Шором, что у нас было много людей, мы сделали митинг, о котором вы говорили, то есть методичка пришла, мы ее исполнили. Это вероятность А, потому что почему Илан Шор вообще пришел в Гагаузию? Почему он не пришел в другие регионы он и не Республики приходил. Молдова? Ну, я имею в виду, Он отправился. Гагаузия единственная конституционная автономия сегодня в Республике Молдова с набором своих полномочий и Да. прав. Более того, в Конституции даже записано, что Гагаузия самостоятельно решает политические вопросы, конечно, в рамках Конституции. Он не пришел в другие территории. Почему? Потому что у них нет этих полномочий, нет этого набора компетенций. А вот Гагаузия, она все равно имеет определенное особое, да, вот, политическое место на политической карте Республики Молдова. И поэтому ему очень выгоден этот актив политический для того, чтобы понятно. противопоставлять его Кишиневу. Но- Он не смог бы это сделать ни в Аргееве, ни в Бессарабке. Почему? Потому что таких административно-территориальных единиц больше 30 в Александр Ильич, Республике вам не Молдова. кажется, что вот пришло время тем 400, о которых вы говорите, бюджетникам, работникам бюджетной сферы, высказать свою позицию? Это Без когда раболепия. один человек высказывает свою позицию, 2, 3, 4 могут, конечно же, для этих людей, мы ваш пример знаем, последствия какие бывают, но если вся вот эта вот группа людей в 400 человек выскажет свою позицию наконец-то в Гагаузии и скажет, что мы не хотим поддаваться на такие инициативы, мы не будем, мы не пойдем. Может быть, нужен призыв, Чей? Елена Федоровна, призыв людей, вот обычных, которые работают в разных структурах исполнительного уважаемые комитета. коллеги, я вас верну немножко в историю 2-летней давности, когда утверждали исполнительный комитет. Руководители этих 400 человек представил Илан Шор на площади перед исполнительным комитетом. Он представлял и анонсировал этих людей, какие у них есть достижения, Да, какие у да. них есть заслуги. Эти люди пошли на эту сделку. Они пошли против, я думаю, даже где-то против своей совести, что Илан Шор представляет их для утверждения Народному собранию. Не Башкан, а Илан Шор, который находится за границей и который осужден. Это люди с многолетним стажем, с многолетними наработками, со своим именем. И они все-таки решили сохранить вот эту свою власть, свою должность, но пойти на сделку с Иланом Шором. Почему мы требуем от этих 400 человек, которые занимают средние, низкие, да, уровни в этом структурах исполнительного комитета, Какой-то смелости получают имеете в виду, довольно можно сказать. скромную заработную плату государственных служащих, имеют свои семьи, не имеют будущего, я имею в виду большого спектра выбора работы. Да, в селах, где они мы от них проживают. требуем смелости, когда их начальство, которое должно было вот как раз проявить, и совсем по-другому бы пошла та ситуация, которая есть сегодня в Гагаузии. Не пошла бы она по спирали конфронтации с Кишиневым, а пошла бы по дороге демократического законного развития автономии. Хорошо, тогда давайте зададим вопрос Лены Федоровны, уточню, вернее, вопрос Лены Федоровны. А что если тогда мы, граждане, жители автономии, которые понимаем, что Шор смог сделать здесь то, что делает, только потому, что вот эти вот члены исполнительного комитета согласились на сделку, как вы говорите, с Шором. Вот надо, значит, всем сказать о том, что весь вот этот состав исполкома должен уйти, и их назвать виновными в том, что происходит сейчас в Гагаузии. Ну, это мы Прям таки назвать. Это мы с Михаилом Николаевичем и предложили. Не просто предложили в рамках Потому что они за передачи. спинами Шора мы просто это сделали хорошо живут. письменно и указали те нарушения, которые этот исполнительный комитет
совершил. То, что я сейчас говорил, это политическая, да, акция, что они вот пошли на сделку с Илоном Шоро. Но есть юридические аспекты, которые этот исполнительный комитет нарушил. Но, к сожалению, не поддержана эта идея. И у меня больше ожиданий не от этих 400 людей, которые работают в исполкоме, не от начальников управления, а от депутатов Народного собрания. Мы политики. Нас люди выбрали для того, чтобы мы открыто говорили свое мнение. Вот как раз мы не должны бояться, стесняться, Александр быть Григорьевич, равнодушными. Вы считаете, что нынешний созыв депутатов Народного собрания Гагаузии это сможет сделать? Он не сможет это сделать. Осталось несколько месяцев до истечения мандата. И я сейчас даже за то, чтобы вообще ничего не делать, просто дойти до этого до 16 ноября и провести новые выборы. Потому что у нас была идея о том, чтобы попытаться взбудоражить это народное собрание какими-то нетрадиционными действиями, в том числе сложением мандатов. Но учитывая, что осталось так мало времени, вот просто надо, чтобы они ушли в историю, потому что они сейчас, мы точнее, да, мы сейчас не просто не созидаем, мы разрушаем то, что было годами создано. Но уходить мы видим, что Никто не депутаты и хочет. не собираются. Вот тут как раз и та площадка, которую вы создали, она помогает нам достучаться до людей со своим мнением, что чем дольше будет Дмитрий Константинов руководить Народным собранием, оставаться в Народном собрании, тем дольше мы не будем ни с кем общаться, тем дольше мы не будем привлекать никаких инвестиций, тем дольше вот эта дорога Камрад-Чедолунга с Ферапонтьевкой будет такой, какой она есть. Также не будут у нас сажаться деревья, создаваться водоемы. Мы будем деградировать с каждым днем. А он будет проводить митинги и различного рода события, направленные против Кишинева, пользуясь тем, что люди не любят, скажем так, мягко ту власть, которая сегодня в Кишиневе, я имею в виду в Гагаузии. Да? Вот он использует эту нелюбовь людей, их наивность. Он не просто использует это, Александр Григорьевич, насаждают искусственно, взращивают агрессию это. какую-то даже, да? Александр Григорьевич, я вот сейчас, пока вы говорили про Константинова, что только, дату, назовите просто, когда вы думаете, будет назначена дата? Будет ли вообще назначена дата выборов? Во-первых, вокруг этой даты вообще нету предметов политического спора, потому что эту дату поддержало юридическое управление Народного собрания, на Да. секундочку, то есть люди, Предложенная которые работают в вами, Народном да. собрании 16 ноября. Эту идею поддержало управление юстиции, то есть обе юридические экспертизы, которые должны быть у каждого нормативного документа, они есть и положительные. Но не поддерживают депутаты, которые должны принять Не решение. то, что не поддерживают, они не Не то, что включают депутаты, повестку дня. президиум не включает Нету повестку вопроса дня. повестки дня, чтобы просто за это проголосовать. Александр Григорьевич, я уже слышу, что говорили о том, что нужно в феврале проводить, потому что президиум, вернее, начало работу свое Народное собрание в феврале, да, 2021 года, да? А сейчас я уже слышу про май. Значит, Елена Федоровна, у меня же есть беседы закрытые, да, скажем так, в общении с тем большинством, которое есть. И я задаю этот вопрос, почему же? Мы же сами 2 года работали над изменением уложения, сами продвигали эту идею, чтобы был конкретный день голосования, да, вот единый день голосования, воскресенье, первое воскресенье, как 4 года прошло. Почему? А ты знаешь, придут сторонники Шора. Я говорю, не понял. А сейчас чем Народное собрание отличается Будут от другие сторонников сторонники. Шора? Нет, мы за Гагаузию, мы должны защитить Гагаузию, а вот придут сторонники Илона Шора и все разрушат. Во-первых, это назовем гордыней, потому что никто не дал нам права думать, что те, кто придут вместо нас, они будут хуже. Это первое. Второе, мы подыграли Шору во всех ключевых вопросах, касающихся Гагаузии, поэтому не надо сейчас закрываться вот этой завесой, что мы не хотим, чтобы пришли сторонники Илона Шора во власть. Не надо выдумывать что-то, чтобы остаться у власти. Александр Григорьевич, скажите, история с назначением даты выборов, понятно, тишь и благодать, и ничего не слышно, потому что кто-то уже и май называет, кто-то, в общем, неудивительно, если до мая, таки это Народное собрание Гагаузии, останется вот в своих уютных кабинетах, и Константинов будет делать то, что он делает, но вы говорили чуточку выше о Константинове. Ферапонтьевка, дорога, да, действительно. Смотрите, в чем парадокс. Люди выбирают депутатом человека, который, никогда не жил, не проживает и не будет жить в этом населенном пункте, да, это Ферапонтьевка. Третий созыв, он возглавляет Народное собрание Гагаузии, Константинов. Второй, да? Как депутат третий, да? Да, Как депутат он 3 созыва работает. И за все это время я искала, но, может быть, я не нашла. Вы лучше знаете, как законодательные инициативы от кого исходили. Ни одной законодательной инициативы господина Константинова нигде нет за это время. Он
руководитель законодательного органа, 3 созыва депутат Народного собрания Гагаузии. Ничего не сделано абсолютно, никаких успехов нет, одни скандалы. То они дрались в Народном собрании Гагаузии, помните эти кадры все, теперь воюет с Кишиневым, еще и воюет с собственным народом, потому что здесь есть разные люди, люди, которые не поддерживают вас и не поддерживают власть в Кишиневе. Но это право граждан голосовать против правящей партии, голосовать против вас, правящих в автономии. И только благодаря Шору, наверное, благодаря той исторической поездке в Израиль, получили столько, как сказать, прав или полномочий особых шоровских действовать вот так и разлагать автономию. Вот я бы все то, что происходит сейчас, но это какое-то разложение автономии. Потому что законы остались где-то там на бумаге, их никто не соблюдает, их не соблюдают депутаты. И еще раз скажу, даже митинг, который организовывают законодательный орган, оргкомитет, действует в нарушение закона. Где должны еще тут люди искать законность, которая живет в автономии? Значит, Константиновы и другие депутаты, которые уже много созывов избираются, не представляя свои населенные пункты, еще раз подтверждает то, что у нас давно изжила вот эта правовая норма того, что человек должен представлять определенный округ или определенный населенный пункт, когда баллотируется. Эта норма была еще заложена в законе об особом правовом статусе Гагаузии в 1994 году. Но, к сожалению, вот так использовали ту мудрость, которая была заложена изначально, что сейчас у нас в Народном собрании многие люди не живут в тех населенных пунктах, которые они представляют. То есть исказили эту норму, прописываются и так далее. Поэтому вот та наша идея с Михаилом Николаевичем, что Гагаузия должна стать единым округом и избираться люди со всей Гагаузии в Народное собрание, оно навсегда исключит вот эти сделки политические, в том числе таких, как Константинов, когда избираются от маленьких населенных пунктов, не живя и не представляя этот населенный пункт. Это первое. И я надеюсь, эта реформа действительно будет обсуждаться и притворяться в жизнь в будущем. Теперь Но их игнорируют, эти ваши хорошие идеи. Ничего, потихонечку. В начале, когда Илон Шор пришел в Гагаузию, и все ожидали, что это станет Монако, да, нам же такие давали обещания и край мечты, и единицы, которые говорили о том, что это неправда. Но сейчас таких голосов все больше, потому что все начинается с мнения. Его надо просто высказывать, его нужно продвигать. И люди потихонечку начнут в это верить. Обязательно. И ваша передача в этом помогает. Почему вы говорите, что у Дмитрия Георгиевича нет законодательных инициатив? Одна из самых громких законодательных инициатив – это ликвидация Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Он был автором этой инициативы. То есть, если даже сейчас примете решение проводить выборы, вначале нужно вернуться и… Смотрите, мы много лет говорили в Народном собрании о том, что мы должны институализировать некоторые органы власти в Гагаузии на национальном уровне. Помните, Счетная палата Гагаузии, Центральная избирательная комиссия, потому что их нету в ландшафте политическом и правовом Республики Молдова. И мы добились, Центральная избирательная комиссия через рабочую группу была имплементирована в национальное законодательство, ее руководство стало частью системы государственных служащих Республики Молдова. Им была установлена заработная плата, начал функционировать ЦИК Гагаузии. По-настоящему. Страна это признала, вписала. Да, с некоторыми вещами, которые мы не были согласны, но тем не менее было достигнуто главное. Этот орган получил свою легитимность. Дмитрий Георгиевич Константинов дает законодательную инициативу. Ликвидируем ЦИК Гагаузии и возвращаемся. То есть Кишинев наши полномочия урезает, а мы здесь на местах, получив что-то, урезаем сами. Но обвиняем Кишинев. Но продолжите тогда. Одна разрушительная инициатива Константинова, еще что есть? Ну вот созидательного я не вспомню. Печально. Не вспомню. Мне кажется, что я думаю, что он депутат от Ферапонтовки, каждый год отчитывается перед избирателями, и, возможно, он и участвовал в каких-то законодательных действиях, которые рассказывают своим избирателям. Я не следил внимательно за его правовой карьерой. Ну, поскольку мы говорим о Гагаузии и о том, как и что здесь происходит, по митингу можно завершить вашу мысль хотелось бы услышать. Хотелось бы услышать вашу мысль по митингу. Вы считаете, что будет много людей на этом митинге, отчитаются щедро перед Шором, Гагаузия еще одно такое вот отрицательное мнение о себе сформирует, или как? Значит, это абсолютно неэффективное, незаконное мероприятие без никаких положительных результатов. И, возможно, мы вот с вами это не обсудили.
Таким образом, Дмитрий Константинов и те люди, которые его поддерживают, хотят какую-то реакцию показать госпоже Гуцул, что мы ее не забыли, мы хотим ее защитить. То есть человек закрытый, человек несет ответственность за все те безобразия, которые ее толкали, в том числе Дмитрий Константинов. Она сейчас находится под арестом, эти себе продолжают спокойную, вольготную жизнь. И вот типа таким митингом они какую-то реакцию хотят показать, что мы ее поддерживаем. Возможно, вот тоже есть такой момент чисто психологический, потому что в обществе есть этот вопрос у людей. Да, почему тихо стало? Почему да? тихо? Да, То есть да. люди перешли из точки зрения политической оценки госпожи Гуцул к человеческой, потому что все сочувствуют. Человек, малолетний ребенок, не понимала, куда пошла, эти циники ее использовали. Сейчас все молчат, заседания Народного собрания проходят, ни слова об этом. Ну, Александр Григорьевич, наверное, люди ожидали, что именно те люди, которые были с Гуцул, ее исполнительный комитет, те люди, которые в Народном собрании поддерживали все ее инициативы, станут первыми, кто будут говорить о том, что высказывать свое мнение по отношению к тем событиям, которые происходят сейчас и развернулись вокруг Гуцул. Но мы этого не увидели. Разве сейчас вы хотите сказать, что сейчас они хотят прикрыться этим митингом, то есть тоже не говорить самим, а дать возможность кому-то говорить? Вы помните, как Дмитрий Константинов практически смешал законодательную власть с исполнительной, когда все открытия Гагаузленда, разных мероприятий, везде присутствовал он рядом с Башканом, хотя это были функции исполнительного комитета. Вы даже помните, когда в лагере «Олимпиец» они совместно подметали территорию. То есть после вот такого внимания к этому молодому человеку, к Башкану Гагаузии, ее закрыли в том числе из-за того, что ты не создал условия, когда она могла работать в рамках закона, и никакой реакции. И вот я думаю, что они чувствуют вот это, первое, что дискредитировано Народное собрание, а второе, что у людей сохранилось человеческое чувство к Башкану. Вы хотя бы там обсудите, что происходит с Башканом. И, возможно, вот этот митинг в том числе будет посвящен этой идее, чтобы не говорили, что ничего не делает Народное собрание в отношении защиты Башкана. Вы вот говорите о какой-то оптимистичности, и, безусловно, вы правы, и я поддерживаю, как житель автономии, поддерживаю такую оптимистичность, потому что в моем окружении тоже очень много людей, которые еще на начале этого проекта «Край мечты» были очень влюблены, очарованы и полны были ожиданий, доверия и веры вот этой какой-то новой команде, даже если она с каким-то там акцентом криминальным. Но сейчас люди говорят о том, что уже стыдно становится. Прям стыдно теперь. Вот стыдно прямо перед теми людьми, с которыми встречаешься в Кишиневе. Каждый раз спрашивают, а что у вас там в Гагаузии? Что вы не можете вы не можете сказать, что достаточно позорить Гагаузию. И таких людей становится очень много. А другое дело, что, почему сказала, давайте завершим с митингом. Люди, которые пойдут на этот митинг, они все должны понимать, на мой взгляд, что вас используют для того, чтобы очередную галочку перед своим боссами, кто у кого босс, люди эти лучше знают в автономии, которые организуют эти митинги. Вот люди окажутся в очередной раз использованными. И все, что хочется, мне кажется, с этой студии мне как минимум сказать, давайте все-таки анализировать. Потому что нас могут использовать все. Если мы не будем критически думать, то ходить на все митинги не означает отстаивать свои права. Означает работать под ту программу, под тот сценарий, который вам построили люди, которые вас туда пригласили. Екатерина Федоровна, учитывая, что нас смотрят люди, вот чтобы проще мысль прозвучала, я же среди людей, я общаюсь с людьми, в том числе с этим персоналом, который работает в исполнительном комитете. И знаете, какая у них мысль по этому поводу митинга, и в том числе в части того, что их туда пригласят, конечно. И они пойдут, конечно. Значит, они наворовали, а сейчас хотят, чтобы мы их прикрыли. То есть люди понимают, что происходит. Но они пойдут на митинг. Они пойдут, потому что они вынуждены пойти. Александр Григорьевич, вот это же есть как раз момент истины. Но где-то, когда-то кто-то должен сказать, заработная плата у всех бюджетников – это заработная плата государства, бюджет государства, который складывается из налогов всех. Тех, кто очарован Шором, тех, кто не очарован Шором.
И когда-то это момент истины, да. Не выйти на этот митинг, это и есть момент истины для людей. Мы с вами часто говорим об этом, о реакции общества, о зрелости общества, да, о неравнодушии к тому, что происходит. Но все-таки у меня больше ожидания от депутатов Народного собрания, которые Да, мы уже все избраны увидели людьми. от депутатов, мы все увидели Мы от должны депутатов. говорить об этом. И чем больше будет этих голосов... Вам удалось убедить ваших коллег? Ну, вы видите, что вокруг Дмитрия Константинова осталось максимум 16-17 человек. Все, это большинство такое ситуативное, но может быть сегодня-завтра Но разрушится. максимум, который все еще остается большинством. Уже люди, я имею в виду мои коллеги, многие разочарованы тем, что делает Константинов. Но невозможно быть не разочарованным, когда тебя выбрали люди защищать полномочия Гагаузии, ты должен их отстаивать, а мы наоборот их все время отдаем и ничего не защищаем. А тогда в чем смысл такого народного собрания? Молчать не Вообще, мне кажется, что когда мы подводим все-таки итог этой части нашей беседы, мне кажется, что людям стоит подумать не только о том, что их используют, но, простите опять за такой глагол, подставляют. Абсолютно верно. Я думаю, что во второй части передачи мы вернемся к этому глаголу «подставляют», потому что не просто используют. Не просто Но используют. самая Люди, яркая оказывается, подстава все... Да. это госпожа Гуцул. Это самый яркий пример того, что произошло в Гагаузии. Вот очень коротко, по-вашему, из всего того, что ясно на сегодняшний день, кто подставил Гуцул? Прежде всего ее подставил Константинов, который, обладая опытом, знаниями и пониманием нашего законодательства, не разъяснил эти вещи, не расставил вот эти красные линии, не научил ее действовать в рамках закона, а наоборот потакал всем этим незаконным действиям, потакал политике Лана Шора и загнал ее в ту бездну трагическую, которая Куда она сейчас оказалась. тянет сейчас и весь народ Гагаузии? Конечно. Он завтра оденет свой пиджак и покинет этот кабинет и пойдет заниматься своим бизнесом, а мы-то останемся вот с тем наследством, которое у нас сложилось. Думаю, продолжим нашу дискуссию, но дальше нас ожидает наша рубрика, друзья. Присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, если эта дискуссия нравится. Мы переходим к рубрике «Люди говорят что» и короткие вопросы. Мы попросим Александра Григорьевича коротких ответов. Люди говорят, что... Александр Григорьевич, в прошлый раз в рубрике «Люди говорят что» мы говорили о том, что люди так и не получили компенсации за зимний период из бюджета автономии. Но в этот раз эту рубрику «Люди говорят что» мы начинаем с этой же фразы. Люди говорят, что они так и не получили компенсации за зимний период. Немножко предыстории. Значит, до прихода Илана Шора в Гагаузию наши жители получали с бюджета автономии в течение 5 месяцев пособия в зимний период. Либо 700 лей была категория, больше 10 тысяч людей получало, либо 200 лей, которые получали со стороны 700 лей. Так вот, когда пришла нынешняя власть, они уменьшили, во-первых, эту сумму до 400 лей в месяц, потом они уменьшили с 5 месяцев до 3, после того, как мы вот несколько политических событий провели и восстановили эту справедливость, сейчас должны выплачивать в течение 5 месяцев по 400 лей. Насколько я знаю, пока выплатили только первые 3 месяца, не выплатили ноябрь-декабрь еще прошлого года, поэтому люди стали получать эту компенсацию, но не в том объеме, который должны получить согласно той суммы, которая утверждена в бюджете. Нет Почему денег в не бюджете? Более того, Да. после того, как мы с вами и с другими обсуждали эту проблему, исполком даже заложил в бюджет и ноябрь-декабрь 2025 года, чтобы выплатить сумму. То есть даже опередили те ожидания, которые мы хотели. Правда, это все на бумаге. И я даже на заседании спросил, а как вы декабрь 2025 года выплатите в декабре? Не получил я, конечно, ответ, но деньги заложены в бюджете даже на ноябрь-декабрь. А может, они их 2020. заложили для того, чтобы в декабре 25-го выплатить за декабрь-ноябрь 24-го? Я, простите, не финансист, но в аферах их уже несложно увидеть и такие следы. Дело в том, что нет? ноябрь-декабрь 2024 года в бюджете уже был заложен. Но был и всплыл. Ну, сейчас, надеюсь, их выплатят. А вот эти 2 месяца, почему? Все-таки в бюджете нет денег, почему не выплачивают? Ну, давайте говорить На откровенно. дворе уже июнь месяц. Елена Федоровна, у нас прошлый год закончился минус 39 миллионов по отношению к 2023 году, то есть уровень собственных доходов очень снизился. Мы выплатили 29 миллионов по возмещению НДС. Мы 22 миллиона сейчас платим персональным ассистентам, которые должна платить страны. Это все удары по нашей экономике. Есть уже первые цифры о производстве в сельском хозяйстве, промышленности. И везде мы стагнируем, везде показатели все хуже. То есть вместо тех
500 миллионов евро инвестиций, 7 тысяч рабочих мест, мы откатываемся даже к тому ковидному периоду, в котором находилась Гагаузия. Ну, поэтому и нужны митинги. То есть, когда нет успехов, надо говорить о том, что кто-то виноват в том, что мы не можем А вы успешно посмотрите, работать. пожалуйста, что уровень ярких мероприятий, он зашкаливает, он даже, наверное, превысил уровень Ирины Влах. Ярких каких? Чествование спортсменов, День культуры, День Но это всё деньги. детей, которые закончили школу, участвовали в олимпиадах. Все массово, все в ресторанах, все почти весь исполком там, потому что нету других событий, нету открытия новых производств, нету событий, связанных с бюджетными какими-то достижениями. Все перешло в рубрику зрелищ. Александр Григорьевич, а насколько опасно то, что замалчивается ситуация с бюджетом Гагаузии? А кого она интересует, эта ситуация с бюджетом Гагаузии? Мы Александр да- Григорьевич, депутатов это не интересует, по-моему? Ну почему? Мы обсуждаем это ежеквартально при исполнении бюджета, поэтому эти вопросы задаются, причем не только мною, но я стараюсь в своих социальных сетях публиковать данные для того, чтобы людям легче воспринималось. Но только несколько цифр, потому что миллионы лей, которые выплачивались в Гагаузии в социальной сфере, в культурной сфере, в экономической сфере, они не выплачены были в 2024 году. Это была создана экономия, потому что не было денежного покрытия для того, чтобы эти выплаты осуществлять. У нас уменьшились выплаты экономическим агентам и выплаты социального характера. У нас только выплачивается заработная плата, оплачиваются текущие расходы. То есть мы не развиваемся. А люди не верят, что мы не развиваемся. Почему не верят? Люди начинают верить, об этом надо просто чаще и открыто А вы слышали говорить. от своих избирателей такое мнение, что все бы сделали, край мечты создали бы, но не дают? У меня даже есть работать мнение власти? с командой Илана Шора, потому что многие молодые ребята, которые были рядом со мной на выборах, ну, так получилось, что они очарованы были Шором и перешли в его команду, даже они очень разочарованы тем, что кроме Гагаузленда ничего не реализовано. Я вам напомню некоторые моменты из предвыборной программы. Не просто предвыборная программа, она же еще утверждена на уровне Народного Стратегия, собрания. да. Оставили уже набившие оскомину аэропорты миллионы евро. Я про простые вещи буду говорить. Школа бокса в Чедрунге? Нет. Ремонт детской юношеской школы в Камрате? Нет. Стадион в Луканештах? Нет. Дорога в Олимпийце, оздоровительный лагерь. Когда идет дождь, дети остаются закрытые. Не происходит. Открытие общинного дома для людей с утратой трудоспособности, для инвалидов. Открытие социальных столовых. Это все официальные обещания. Ничего, ни одного объекта. Там, где не нужны сотни миллионов, или, да, там, где небольшие финансовые вложения, которые мы с вами реализовывали через фонд капитальных инвестиций. Даже этого нету. И сам наш фонд капитальных инвестиций перестал И действовать он в той мере, в остался какой он 15 действовал. миллионов леев. То есть мы с вами уже То есть вместе... Гагаузия обнищала? Мы уже 4 года вместе, да, не работаем. То есть инфляция за эти годы, наверное, в 2 раза уже цены. Но мы с вами распределяли 50, 70, 80 миллионов, сейчас 15 миллионов леев. Программы, которые доходят до сел, даже не нужно тендер проводить, потому что уровень... низкие. Ну, а в Дерму Вот в этом такая году 215 тысяч. Прямая закупка. То есть даже не надо проводить конкурс. А что это за инвестиции? Что это за капитальное развитие? Да, идем. Следующий вопрос в нашей рубрике, да? Люди говорят, что образовательная система уязвима, и политики ее используют. Мы сейчас получили новый закон об образовании в Гагаузии. И Разработчики исполнительные. разработчики исполнительный комитет. Почему я хотел обратить на это внимание? Я дал свои предложения по этому закону. Но один простой вопрос, который я задал Главному управлению образования. У нас сейчас между Кишиневым и Камратом не распределены полномочия в сфере образования. То есть Гагаузия не знает, где та красная линия, до какой она может принимать местные нормативные акты в области образования. Да? Например, в раннем образовании, в дошкольном. Или где эта линия? Ее нет. Мы разрабатываем целый закон. А я спрашиваю, а вы направили его в Министерство просвещения? Вы направили его международным экспертам для того, чтобы они высказали свою позицию? Нет. Поэтому действительно образовательная сфера, которая довольно сенсибельная, потому что там учатся все наши дети, она очень уязвима в Гагаузии для влияния политики. И вот этот закон об образовании, это тоже один из элементов вот той политической борьбы с Кишиневым. Не сотрудничество для того, чтобы получить результат, а именно конфронтация. Следующий наш вопрос. Люди говорят, что Шора и его ставленников привела в автономию Ирина Влах.
Я с этим согласен, потому что, по моему личному мнению, та предвыборная платформа, которая была создана для Ирины Влах и для Евгения Гуцул, она была создана одними и теми же политтехнологами. Те же аэропорты, те же предприятия с российским капиталом. Ну, вы помните, это же отголоски были Ирины Влах. То есть я думаю, что влияние известных политиков, известных деятелей культуры из других стран, все это было написано одним клише и одними технологами и для Ирины Влах, и для Евгения Гуцул. И во многом Ирина Влах, которая уничтожила политическую культуру в Гагаузии, которая официально ввела термин цинизма политического в гагаузскую жизнь, которая развила мысль о том, что Гагаузия это не политический проект, а коммерческий, она безусловно создала все условия для того, чтобы такие политики, как Евгения Гуцул, которая абсолютно не является политиком, по сути не имеет определенных знаний, могла возглавить гагаузский регион. Потому что был написан сценарий, что людей беспокоит. Зарплата мы вам напишем, пособие мы вам напишем, инвестиции, да, рабочие места, да. Ответственности ноль, никакой. Но мы это вам все напишем, мы вам это все наобещаем, вы нас выберете. А дальше мы найдем врага, виновных в том, что мы это не делаем. То есть для Ирины Влах написали, она не выполнила своих предвыборных обещаний. Мы сейчас напишем тоже, даже стыдно за нас, за гагаузов. Можно написать про тот же аэропорт, про те же фабрики, заводы и так далее. Гагаузы это примут, гагаузы проголосуют, спрашивать они не собираются ни с Влах, ни с Гуцул, ни с кого. Ирина Федоровна пообещала, не выполнила и не понесла никакой ответственности. Более того, она подвела итог своему руководству в одном из самых фешенебельных ресторанов Кишинева за счет бюджетных средств, где пригласила весь политический бомонд Кишинева и всех международных дипломатов. То есть она еще и ушла с каким-то нимбом творца того, что происходило в Гагаузии. Натворила. Следующий вопрос. Люди говорят, что депутаты НСГ хотят продлить удовольствие себе быть депутатом. Мы с вами косвенно эту тему обсуждали. Еще раз хочу сказать нашим зрителям, что были внесены изменения в уложение, и сейчас у нас, как одна из общеевропейских норм, когда истекают 4-летний цикл полномочий, в первое воскресенье проводятся выборы. Так написано у нас в законе. Там нету запятых, двоеточий, и кто считает, что полномочия начинаются не с первого дня, когда мы начали заседать, а когда выбрали председателя Народного собрания, я хочу сказать про норму, которая ни в каком законе не прописана, но которую знает каждый ребенок, что день имеет 24 часа. Все, сутка закончилась. Следующая сутка это уже следующий день. И не надо считать, что 3 месяца это первый день учредительного заседания. И когда об этом говорят люди, которые обелены сединами и обелены глубокими знаниями юридическими, о том, что нет, 3 месяца это тоже можно считать день учредительного заседания. Ну, давайте уважать наших людей. То есть у нас есть законодательный орган, который не уважает законы, согласно которым не только он должен работать, а еще должен реагировать на то, если кто-то эти законы нарушает. Зачем такой законодательный орган? Ну вот мы к этому вопросу опять возвращаемся. Зачем такой Да, народный причем собрание? нарушает те законы и те нормы, которые предлагал и за что голосовал сам, Абсолютно непосредственно вот в верно. этом созыве. Абсолютно верно. Люди говорят, что не ощущают помощь властей Молдовы в улучшении жизни граждан. Хочу сказать, что официальный Кишинев использовал ситуацию с Гагаузией, связанную с Иланом Шором, в политической борьбе с его наследием, которое есть в Гагаузии. Но вот эту грань борьбы с Иланом Шором Кишинев в нескольких моментах перешел, когда борьба превратилась в борьбу с интересами гагаузской автономии. И я вот приводил вам пример по 29 миллионам по НДС, 22 миллиона социальные ассистенты. Это удары не по Илану Шору, а удары по экономической стабильности в Гагаузии. И вот эти политические шаги со стороны Кишинева по прокурору, по реформе системы прокуратуры, по реформе судебных органов, они наносят вред гагаузской автономии, а соответственно наносят вред унитарному государству Республики Молдова. То есть действительно Кишинев в данный момент не дорабатывает по Гагаузии. Я приводил конкретные примеры. Страна сейчас приняла программу развития на 3 года правительства. И вы знаете, что ЕС дает почти 2 миллиарда евро. Это стало в основу этой экономической программы. А Гагаузию некому защищать в правительстве. И там ни один проект гагаузский не включен? Там программа, она, конечно, носит такой программный характер. Там нету
детальные проекты, но тем не менее там есть раздел, посвященный дорожной инфраструктуре. И там есть очень важные дороги для нашей Республики Молдова, но там нет дороги Чедрлунга-Камрад. Важнейшей артерии, потому что она в том числе ведет границы с Украиной. Ну Кто вот, будет продвигать интерес Гагаузии в правительстве? Никто. Пусть Но люди спросят об этом на митинге, который пройдет 7 числа. Те люди, кто собираются на митинг, можете задать этот вопрос людям. Я не собираюсь участвовать в таких митингах, считаю, что это самое злостное, что могло сделать Народное собрание против своего народа. Гагаузия. Вот две проблемы, которые ощущает практически каждый житель. Настоящие проблемы. Я сейчас не говорю про взаимоотношения Гагаузии и Молдавании, вот этих надуманных этнических вещей. Это дорога Камрад-Чедрлунга, потому что она связывает всю автономию. Ферапонтовка-Тамай, Украина. Это важнейшая артерия для развития экономики вот именно этого нашего региона. И второе — это Елпук, состояние реки Елпук. Она заилена и не выполняет свои главные функции. А главная проблема наших жителей и аграриев — это отсутствие влаги. То есть вместо того, чтобы эту артерию очистить, благоустроить, использовать подземные воды для того, чтобы заниматься орошением, заниматься проблемами людей. Ну вот этими проблемами и должны заниматься исполнительный комитет, Народное собрание Гагаузии. И правительство. И правительство И тоже вот правительство, совместно. к сожалению, из-за того, что Камрад захвачен, забывают, что здесь живут граждане Республики Молдова, их проблемы надо решать. Вот тут правительство, мне кажется... Камрад захвачен или Гагаузия Гагаузию. захвачена? Ну, я именно Камрад как административный центр. И поэтому правительство, вот применяя эту практику давления, да, или равнодушия, это не тот инструментарий, которым должно пользоваться государство, решая проблемы автономии. Потому что тем самым она радикализирует общество здесь и усиливает таких, как Илан Шор, которые настроены на деструктивизм. Александр Николаевич, у гагаузов есть прекрасная пословица «Шамары и кяуч дуэрмиш». То есть для того, чтобы хлопать, должны работать две ладошки. Если Гагаузия постоянно стремится к этому конфликту? Елена Ивановна, у гагаузов есть еще одна пословица, не менее глубокая. Сугидер кумалер. Калер. Калер. Вода уходит, а песок остается. То есть уйдет Шор, Гагаузия останется. А Аладан Гюльмяс, кто заставляет плакать, улыбаться сам не будет. Поэтому если Кишинев решил, что здесь надо немножко навести порядок давлением, Хороший баттл народных мудростей на гагаузском Немножко языке у нас тут получился. И следующий вопрос, Александр Григорьевич. Люди говорят, что Гуцул очень много для них сделала. Это буквально цитата многих людей, которые участвуют в тех видеороликах, делаются они в Гагаузии, запускаются. Это правда в том смысле, что Илан Шор через Евгению Гуцул, он заменил инвестиции в будущее, то есть в инфраструктуру, в экономику, в систему образования, здравоохранения, на инвестиции в карман людям. И раздавая вот эти деньги, каждый человек почувствовал себя благодарным и в чем-то обязанным Илану Шору. Это безошибочная тактика, опять же, написанная теми политологами, которые провели Ирину Влах в свое время, сейчас Евгению Гуцул, для того, чтобы, пользуясь доверчивостью, порядочностью людей, которые чувствуют свою благодарность тому, кто является благодетелем, да, действительно, эти люди считают, что Евгения Гуцул многое сделала для них. И они не обращают внимания на те моменты, которые обсуждаем мы с вами, которые должны продвигать политики, которые живут не только для пиара, а думают, что будет завтра в Гагаузии, что у нас нету ни инвестиций с Турции, ни с Европейского Союза, у нас нету новых лесов, новых водоемов, новых дорог. С нами никто не разговаривает. Какие инвестиции могут быть из Турции, еще откуда-то? С Гагаузией никто не разговаривает. Это самая главная проблема, за которую в ответе те люди, которые избраны руководителями как законодательного органа, так и Гагаузии. Если вы за 2 года ничего не сделали, с Гагаузией никто не разговаривает, кроме как уйти, а еще и не хотят уходить, оттягивают дату выборов. Кроме как уйти, ведь другого ничего нет. В цивилизованном обществе политики уходят, когда они видят, что они делают не так. Чтобы уйти, надо признать свои ошибки, надо победить свою гордыню, но этого не получается. А не более того, я уверен, что Дмитрий Константинов думает, что он еще один из вершителей судеб и вообще делает много для гагаузского народа. Возможно, намеревается быть депутатом в следующий созыв. И не только депутатом, может быть, даже видеть себя опять в том же самом кресле. Он, думаю, видит себя только председателем. Только председателем. Да. Ну, для этого надо стать сначала депутатом. И последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что Шор и его ставленники вредят устойчивости автономии.
Это безусловный факт. Я довольно узкий специалист в области финансовой устойчивости, бюджетной устойчивости. И хочу сказать, что бюджет Гагаузии никогда не был таким неустойчивым, как сейчас. И более того, тот удар, который нас ждет по экономическому вопросу с Интертабаком, это вообще может привести к тому, что фактически будет дефолт, как его называют, то есть неспособность платить вовремя по своим счетам для Гагаузии. Поэтому Илан Шор, его политика, вот этот деструктивизм с Кишиневым, от которого мы безусловно зависим в экономическом и финансовом плане, и более того, мы лишились всех этих внешних инвестиций, которые были основой для развития нашей инфраструктуры, это просто подорвало устойчивость автономии. Мы говорили здесь, несколько раз вы произносили циничные политики, да, лицемерно, цинично. Говорили о Ирине Влах, бывшем Башкане. А давайте посмотрим одно видео. Ирина Влах обращается к людям. Еще раз обратиться ко всем оппозиционным партиям, которые будут участвовать в парламенте Республики Молдова. И мы еще раз предложим, мы люди не гордые. Это не нужно, я повторяю, Ирине Влах, это не нужно партии «Анима Молдовии» только. Это нужно всем избирателям нашей страны. Они хотят, чтобы мы были с ними честными. Так давайте будем с ними честными и до выборов, и во время выборов, и после выборов. Что нам мешает в этой части? Что можете сказать? О честности Ирины Влах. Значит, я, наверное, вспомню один пример о ее честности. Это второй мандат, когда она выбрала. И когда впервые, я думаю, что в мировой истории избирательные участки не были закрыты и работали допоздна, пока не была обеспечена явка. Это же, наверное, тоже вопрос честности. Поэтому, ну, к сожалению, у нас вот прошли президентские выборы, первый тур. Ирина Влах набрала 15% в Гагаузии. Госпожа Фортуна набрала 28%, которые никто не знал. Я хотел бы спросить, а где те 90 с чем-то процентов, которые были на башканских выборах за Ирину Влах? Это же тоже вопрос честности. На днях буквально было видео о закрытии какой-то школы в одном из сел молдавских. Хотелось бы услышать ваш комментарий. Давайте посмотрим на это видео. Вы помните свой последний звонок? Первый рассвет во взрослой жизни, коридоры и классы, ставшие родными за много лет. Я – да. Сегодня я стою на пороге школы. В этом году здесь тоже мог звучать последний звонок. Сейчас нас встречает осиротевший двор и пустые глаза окон. Эти глаза плачут. За теми, кого они встречали когда-то первоклашками и растили умницами на радость учителей и родителей. Плачут, потому что школу закрыли. Мы же все помним закрытую школу, и я как никто помню, это школа, как минимум, гимназия села Чешмекёй, которую закрыла Ирина Федоровна Влах, но, видимо, забыла. Потому что больно, когда в молдавском селе закрывается школа, а в гагаузском селе сама лично закрыла, но, видимо, не больно было. Ну, я вспомню и пример по третьей школе в Камрате, которая готовила специалистов в области приготовления пищи, в области парикмахерских услуг. И ее тоже закрыли при Ирине Влах, и десятки, сотни детей остались без возможности получить профессию. Я вам напомню другой случай, когда исполнительный комитет, возглавляемый Ириной Влах, по-моему, на полгода прекратили питание в школах из-за того, что не было денег в бюджете. Выступали против закона о питании Выступали, детей, против даже закона. когда он начал функционировать, Да. из-за неэффективного менеджмента в области финансов, когда не было денег, они перестали кормить детей. Ну, вот это можно было тоже показать, этот ролик. Но можно показать много еще роликов, потому что, когда завершился мандат Ирины Влах, все те программы, которые были не ею предложены, а депутатами Народного собрания Гагаузии и стали законами благодаря депутатам 6-го созыва в Народном собрании, Ирина Федоровна все это назвала для жителей молдавских сел и городов, куда она ездила со своей книгой «Профессия политик», называла, что мы в Гагаузии это сделали, я это сделала. Вот это как раз к вопросу о циничности, о лицемерии, о честности. о честности. Да, действительно, я
помню ту брошюру, в которой было, кажется, 80 страниц, и большая половина всех тех проектов, которые были названы ею, были реализованы абсолютно не ею. Да, она могла разрезать ленточки и там, где вообще не имел отношения ни исполком, никто к строительству, к какому-то проекту и так далее. Но все проекты были причислены ей. Эта пиар-акция об отчете, она была проплачена из средств людей, которые оплатили налоги в бюджет, из резервного фонда исполнительного комитета. То есть у нас была ситуация, когда мы не могли людям помогать на операции или не было возможности оказать материальную помощь. Но зато у нас в резервном фонде нашлись десятки тысяч лев для того, чтобы рекламировать деятельность. А вы имеете в виду выезды в молдавские села и города? Да. И в том числе Александр Григорьевич, если говорить о том, что некоторые законы, о которых она писала в этом своем отчете, были приняты не благодаря ей, а вопреки ей, а вот об этом она как раз-таки нигде не говорит. То есть вопреки ей был принят закон о питании детей, закон о расширении сферы применения гагаузского языка, закон освященный населенный пункт, закон о капитальных инвестициях. То есть, не стесняясь, человек приписал себе достижения всех вот этих вот законов, абсолютно не стесняясь. Но сегодня призывает к честности. Приходим к корню. Да? На самом деле мы ожидаем от руководителей, от политиков, что они некое нравственное выражение к тому, к чему мы стремимся. Порядочность, открытость, это идеализированное представление. На самом деле мы же стремимся к такому. И когда политики, которые представляют всю автономию, на самом деле ведут себя как циники и лицемеры, поэтому очень трудно потом требовать от общества, чтобы оно было иным. Но мы же тут с вами эти дискуссии разворачиваем. Почему? Для того, чтобы и самим понять, и людям помочь понять, что политические обещания, предвыборные обещания, политические речи – это не всегда то, что нужно слышать. Надо анализировать и посмотреть еще несколько речей одного и того же политика. Надо посмотреть, а что этот политик на самом деле делал, и что об этом политике думают люди, той структуры или там той автономии, где ее избирали, 8 лет она была, ну, как минимум сейчас говорим о Берине Влах Башканом. Но все вот это, смотрите, вот из этого, вот мы сейчас привели несколько буквально примеров, как цинично ведет себя политик. И, конечно, жители Молдовы, в основном сейчас Ирина Влах адресовывает все свои обращения и делает, видите, в молдавских селах делает, не в Гагаузии делает какие-то такие. В Гагаузии тоже есть такие проблемы, о которых могла бы сказать политик Ирина Влах. Но она делает эти видео там, где-то на севере Молдовы, в молдавских селах, потому что она хочет быть ближе людям. А ближе к людям можно быть вот только такими речами. Я за то, чтобы не закрывать школы, а сама школу закрыла. Откуда жители того молдавского села будут знать, что перед ними политик, которая закрывала не одну школу в той Гагаузии, где она 8 лет была башканом? И вот для того, чтобы в этом разбираться, вот для этого мы посвящаем. Ну, кстати, мы с Михаилом Николаевичем Железоглом, моим коллегой, все-таки подвели итог ее 8-летнего периода. Пресс-конференция другой была взгляд, да. И поэтому мы попытались людям разъяснить, что все, что вам написали, оно совсем не так выглядит. Ну, смотрите, так как действуют сегодня политики, к сожалению, вы в начале этого выпуска, Александр Григорьевич, сказали о том, что пропагандистская работа ГРТ, как-то так вы сформулировали свое мнение. Но сегодня в Гагаузии большинство людей таки получают информацию от ГРТ. И на ГРТ, который полностью руководствуется методичками Шора, на днях буквально был какой-то выпуск, в котором Михаил Влах, общественный деятель, говорит о том, что, отвечая на вопрос, возможен ли какой-то диалог между Кишиневым и Камратом, говорит, а кто сказал, что диалога нет? Он есть. Диалог он есть. Просто он чуть-чуть не такой. Недавно отчитывался исполнительный директор наблюдательного совета о деятельности. Я хочу вам сказать, что вот ГРТ благополучно доведен, как и вся Гагаузия, к тому, что деньги в самой компании хватает только на заработную плату и коммунальные услуги. То есть, когда они представили финансовый отчет, вот все эти миллионы лей, которые есть в бюджете компании, они тратятся только на заработную плату и на коммунальные услуги. На развитие – 0, на приобретение основных средств – 0. Вы, как никто другой, знаете, что техническое перевооружение в таких медиа, оно обязательно, никакого развития. Вот к чему мы пришли и на ГРТ, и на уровне Гагаузии. Так это то, что нужно было Шору. То есть мы можем сделать такой вывод, что Шор использует и ГРТ, и саму Гагаузию, насколько это возможно,
те вложения, которые обещал, их нет и не будет, а тот электоральный подкуп, о котором стала говорить Екатерина Федоровна, используется для того, чтобы нивелировать мнение людей, чтобы люди не высказывали свое негодование по отношению к тому, что происходит сейчас у нас в регионе. Не только используют, но и разрушают. Это А мы тоже противостоять не можем, не важно. кажется Мы ли стараемся. вам? Ну как, вот нет силы, которая противостоит тому, что есть в Гагаузии? Или я не вижу эту силу, которая противостоит? Ее нет консолидированно, в этом я с вами согласен. То есть эти фрагментарные высказывания, и вот в том числе вы говорили, со многими людьми общаетесь, которым уже стыдно за то, что происходит в Гагаузии. И у меня такой круг общения довольно широк, но я их спрашиваю, ну почему вы об этом не говорите вслух? Что-то сдерживает людей. Александр Николаевич, Екатерина Федоровна задала вам вопрос по поводу того, Да. как поступать людям, Да. потому что мы слышим разные мнения. Сторонники Шора говорят о том, что не реагируйте. Другие люди говорят о том, что нет, вы лучше ответьте, вы скажите о том, что да, это было, имело место быть. Как поступать людям? Немножко ретроспектива того, что было. Апрель 2024 года Башкан Гагаузии анонсирует, что будет выплачиваться около 2000 леев работникам сферы образования, здравоохранения и пенсионерам. И заключается соглашение о предоставлении этой помощи в апреле 2024 года. С мая 2024 года эти выплаты начали осуществляться. Вы говорите о соглашении, которое Константина Вигуцу в Абсолютно Москве верно. подписывали. Так вот, я хочу сказать, что это соглашение было изначально незаконным. И об этом я говорил на заседании Народного собрания, которое прошло в мае 2024 года. То есть вначале Дмитрий Константинов и госпожа Башкан заключили это соглашение, а потом они его решили утвердить через заседание Народного собрания. Хотя закон Гагаузии о порядке заключения международных соглашений гласит, что не имеет права ни одно должностное лицо, включая главу Гагаузии и председателя Народного собрания, заключать соглашение от имени Гагаузии до того, как он не будет утвержден в виде местного закона. То есть принимается закон о том, чтобы заключить соглашение. Этого ничего не было сделано. Более того, проект соглашения направляется в Министерство иностранных дел Что тоже Республики не было Молдова сделано. для согласования. Два фактора. Они не были выполнены. И когда этот вопрос предлагали на заседании Народного собрания, есть заключение юридического управления Народного собрания, которое говорит о том, что мы не можем принимать просто постановление о заключении соглашения, это должно быть в форме местного закона. Есть решение бюджетной комиссии о том, чтобы рекомендовать президиуму не включать этот Александр вопрос в Григорьевич, повестку просто дня. хочется остановить это все от стыда. Вот, Ну, я невозможно. просто вот саму хронологию. То есть до сессии было и решение юридического управления, и решение бюджетной комиссии, что нельзя этот вопрос рассматривать в такой форме, его нужно принимать в форме местного закона. К сожалению, включили вопрос, проголосовали. Я выступил на заседании Народного собрания и сказал, что, конечно, можно было промолчать, потому что деньги гигантские. На самом деле это, наверное, ежемесячно миллионы евро выплачиваются людям. Но тогда для чего нас люди туда выбрали, если мы, давая присягу, что мы будем соблюдать законодательство, будем молчать и будем его нарушать? И я сказал, что, уважаемые коллеги, мы нарушаем две нормы, и вы это знаете, вы же сами и в комиссии это приняли, есть заключение юридического управления, что нельзя за это голосовать. Нет, продавил Дмитрий Константинов, поставил людей в неудобное положение, потому что они голосовать против людей получается. И утвердили это соглашение. То есть надо было честно выйти к людям. Оставим госпожу Гуцул, она и так уже несет ответственность глубокую. Тому же Дмитрию Константинову. Она могла не знать об этом, что есть такой закон местный. Но он знал. Более того, его специалисты юридического управления дают ему Предупредили. документ, что так нельзя. Да, если даже не знаешь, вот здесь Бюджетная об этом комиссия написано. дает, которую он адресовал этот вопрос. Так нельзя. Нет, ты его промовируешь, ты его включаешь. Выйди к людям. Я извиняюсь, мысль, чтобы закончить. Уважаемые жители Гагаузии, мы вам очень хотим помочь, чтобы эти деньги дошли до вас. Но чтобы вы знали, то, что мы сделали, это незаконно. Получать вам эти деньги или нет, вы принимаете ответственность на себя, потому что есть юридические последствия. Этого же сделано не было. Наоборот, говорили, пожалуйста, пишите заявление, пожалуйста, получайте помощь. Люди, мы выбрали Башкана, мы выбрали председателя Народного собрания. Они нам говорят писать, получать помощь в зимний период. Это почти наша
вторая пенсия, да, или часть большой зарплаты. Мы пошли с удовольствием, массово написали. Сейчас этим людям приходят штрафы. Какая ответственность у Башкана, Вот уже как понятно, раз какая ответственность. именно в Какая этом и ответственность у заключался Константинова? мой Константинова. Он вопрос, еще Александр выступает, Григорьевич. говорит, возьмите адвокатов, не признавайте. Вот Нет, именно- вы, Дмитрий Константинов, вы людей к этому подвигнули. Да. Соберите эти иски Да. и И оплатите отвечайте. их. Оплатите их. Да. Или аннулируйте. Вы же Да. говорите, что это незаконно, это неправильно. Все, люди вам поверили, Да. люди написали заявление. Сейчас людям приходят иски, вы возьмите на себя ответственность политическую, как зрелого политика, и скажите, я вас просил это сделать, я этот вопрос решу. Абсолютно верно, Александр Григорьевич. Как раз в этом и заключался мой вопрос. То есть люди избирают депутатов Народного собрания Гагаузии, те принимают постановления на уровне Народного собрания Гагаузии. Люди понимают, что это законодательный орган, и если сегодня они оказались в той ситуации, в которой оказались, в первую очередь ответственность должны нести те люди, которые как закон принимали это постановление на заседании Народного другого собрания пути нет. Гагаузии. Человек Но доверил сегодня не свой видно, голос. Понимаете? Ну да. Он доверил свой голос, чтобы ты пришел и решал мои проблемы. Ты принял нормативный акт, ты сказал, что он действует. Я пошел как законопослушный гражданин, поверил своему представителю власти и получил эти деньги. Александр Григорьевич, если я сейчас скажу, что это шарлатанство, самое натуральное в законодательном органе, это будет правильно. Ну, шарлатанство А что это не то такое, слово. когда, зная, что законодательно вы не можете это делать, вы принимаете такой законодательный акт, который, дескать, узаконивает то, что незаконно, и люди, получая эти деньги, думают, как вы правильно тут сами говорите, мы же избрали людей, которые знают хорошо, как должны работать законы, как их принимать и прочее, и как они улучшают нашу жизнь. Они сказали людям, это законно, берите деньги, ничего не бойтесь, а теперь оказывается, что люди виноваты. А Но они это в не стороне. шарлатанство, это Александр что? Григорьевич, а Константинов в стороне? Почему не шарлатанство? Потому что это глубже на самом деле. Эти же иски приносят людям, как правило, старшего поколения. Никто не посчитал, какие издержки со здоровьем понесут эти люди. Оставим уже эти 25 тысяч лей или 37 тысяч лей в зависимости от штрафа. Что вообще с этими людьми будет происходить, которые на самом деле в большинстве своем слыхом не слыхали про Илана Шора и не участвовали в этой электоральной коррупции? Но слыхом не слыхали, уже сложно сказать. Ну, про есть Илона Шора. часть, я очень же общение с людьми открытое. Я знаю человека, у которого погиб сын за границей. Она все деньги пересылает невестке, чтобы поддерживать 3 детей. У другой учится в России ребенок. Эти деньги единственный источник, чтобы он там учил. То есть у людей спектр проблем Ну, в этом действительно смысле, очень да. важный, которые они решали. Сейчас им приносят штрафы, которые больше, чем они получили денег, и более того, их надо выплатить единовременно. И Александр я хочу Григорьевич. сказать, что когда эти заявления писали, была централизованная работа, когда руководителям бюджетных учреждений давали специальные бланки, чтобы люди писали, чтобы люди получали. То есть это все было системно сделано властью. И Да. сейчас, чтобы людям сейчас сказать, а мы не знаем, что, берите адвоката. Какого адвоката? Адвокат 7 тысяч лей стоит услуги. Я говорю про какие-то средние, да. А вызовы этих людей? Да, сама процедура, когда ты всю жизнь честно работал, тебя вызывают в полицию. Это уже для человека Александр вызов Григорьевич, внутренний. мне кажется, что единственный способ, который сегодня может Константинова спасти из всей той ситуации, в которой он оказался, из той ситуации, в которую он вогнал нашу автономию, выйти и честно сказать, что та ситуация, в ней виноваты не люди, в ней виноват лично я. И персональную ответственность за эту ситуацию буду нести лично я. Это правильный поступок. Произойдет ли это когда-то? Но он митинг проводит, а не вот такого рода заявления, понимаете? Он проводит мероприятия, связанные с тем, что его не выпустили по состоянию здоровья из страны, собирает журналистов, чтобы вот такие неважные для общества людей Еще одна транслировать. мысль маленькая. Мне кажется, что, возможно, у людей даже не возникает такой мысли, что спросить можно и с него, как с человека, который выносил на заседании Народного Он собрания этот подписал вопрос, это решение. который подписал это решение. У людей, может быть, этой мысли нет? Так вот, людей же отводят от этого. Людям Ну да. говорят, берите адвоката. Нет той силы, Государство которая действует объяснила бы незаконно. обратно. Это все пыль, да, это все как туман исчезнет. Но вы не несете ответственность за то, что люди оказались в этой ситуации. Смотрите. Так же нельзя. У меня вот такой вопрос. Лена Федоровна говорила сейчас об ответственности Константинова. Периодически об этом и вы говорите, да, что во многих вещах, в общем-то, ответственность висит на Константинове.
Но давайте поговорим и о другой стороне ответственности. Мы, когда избираем, мы наделяем власть определенными полномочиями для того, чтобы решать те или иные задачи жизни общества, и наделяем их одновременно и ответственностью политиков, людей. Но мы же тоже ответственны. То есть вот этот урок для Гагаузии, я почему говорю стыдно? Ну, действительно стыдно, что с Гагаузией произошло то, что произошло после пришествия сюда Шора. Но давайте поговорим об ответственности людей. Но надо делать это, из этих уроков надо извлекать какие-то, из этой ситуации надо извлекать уроки. Не только за это будут отвечать люди, не только эти протокола. Мы Гагаузию практически... Вы как финансист нам говорите уже не в одном нашем выпуске, что, я применю сейчас не глагол, сказанный вами, но я так понимаю, как рядовой гражданин, то, о чем вы говорите как финансист. Обнищала Гагаузия. Меньше стало денег в бюджете. Нет никаких, не открываются рабочие места, нет никаких инвестиций. Это обнищание называется. А людей подставили, начиная от Башкана и заканчивая всеми другими. Башкан, правде сказать, сама себя подставляла, потому что надо понимать степень ответственности, куда ты идешь и какой ответственности на себя взваливаешь. Но ответственность граждан, как научить и как помочь людям понимать, что не только они будут отвечать, но и вы будете отвечать за то, мы с вами, граждане, будем отвечать за то, какую власть мы избрали, такую страну мы будем иметь. Каких грамотных, умных, толковых, честных, насколько это возможно, определить человеке за время предвыборной кампании в политике честность, насколько можно узреть, удастся нам таких людей избрать, вот мы и получим какие-то более или менее хорошие условия для своей жизни. Разве? Все верно, и каждый из нас несет ответственность за ту ситуацию, которая сложилась. Прежде всего, конечно, политическую ответственность несем мы, депутаты. Я хочу сказать, что хватило же воли у меня 3 мая проголосовать против этого соглашения, потому что оно незаконно. 7 мая меня сняли с должности. То есть, в том числе, я думаю, за такие голосования, за такие выступления. Но я хочу сказать и про других представителей власти, которые во многом подыграли тому, что Илан Шор так вольготно себя чувствует в Гагаузии. Я приведу вам пример. Перед исполнительным комитетом каждый год сейчас ставят на Рождество, на Новый год карусели, елку от Башкана, от Шора, там непонятно от кого. Мы принципиально с детьми не идем на эту елку. Но я как житель Гагаузии, как человек, который платит налоги, который любит свой город, я хочу пойти на елку городскую, как в любом населенном пункте. У нас в городе не ставят уже 2 года елку, потому что Башкан и Шор поставил. А при чем здесь Башкан и Шор до праздника Нового года в муниципе Камрад? Вот зачем городские власти в данном случае подыгрывают Илану Шору? И я таких примеров могу привести множество, когда мы сами создали эту атмосферу, что Илан Шор подумал, что Гагаузия это его вотчина. Понимаете? Зачем мы играем? Тут не получится. Мы хотим и там быть Шором, и в то же время мы хотим быть с Кишиневым, и мы хотим уважать закон, и мы в то же время хотим инвестиции непонятного И в то же время то, о чем вы говорите, это тоже лицемерие, политическое, человеческое. Почему мой ребенок не мог пойти на Новый год на елку, за которую мы платим все налоги? И смотрите, что творится в Унгеннах, в том же Аргеве. Ну, красота, да, на центральной площади. Люди идут, отдыхают. Почему я должен идти на елку Башкана или Илана Шора, чтобы с экрана видеть поздравления Нового года от Илана Шора, который разрушил будущее моих детей? Ну, зачем вот эта игра? А как из этого выходить в Гагаузии? Честными быть. Екатерина, не думать, что выберут тебя завтра или не выберут. Останешься ты мэром, депутатом или еще кем-то. Быть честным, потому что люди в большинстве своем, они не знают вот глубины этих событий, да, вот, которые мы с вами обсуждаем. Не потому что они невежды, каждый занят своей жизнью. Да, они выбрали нас, чтобы мы этими вещами. И когда депутаты, которых человек выбрал, будут честно говорить, что вот этот закон, уважаемые люди, нельзя делать нехорошие, незаконно даже хорошие вещи. Да? Поэтому я к чему? Что не надо нам бояться, что будет завтра. Везде это расписано, я сверху думаю, что будет завтра, да? Но нам надо быть открытыми со своими людьми, даже если они не хотят услышать то, что ты говоришь. Когда у меня было отчетное собрание в этом году, очень тяжелое, потому что были представители от Илана Шора, люди, которые получают деньги, которые задавали открытые вопросы, почему вы не раздаете деньги, почему вы не помогаете. И, если ты не начнешь это объяснять, не начнешь, что не деньгами строится будущее ваших детей, то ничего не получится. Поэтому, чтобы мы не стеснялись, а что будет с нами завтра? Потому что это уже немножко лицемерие, да? Прежде всего перед людьми.
ты говори, как должно быть. А уже люди сделают выбор, ты достоин этого или нет. Поэтому вот эта игра, что мы не хотим выборы народного собрания, потому что придут сторонники Лашура, не играйте, пожалуйста. Давайте пусть придут те, которые решат люди. В конце концов, даже Германия прошла через нацизм, чтобы понять, что они натворили, чтобы потом извиниться. В каком-то этапе должно произойти... Прозрение. Да. Поэтому не надо вот играть в игры, что мы лучше кого-то. Давайте поговорим об Интертабак. Интертабак. 60 миллионов. Немножко что это людям такое? хронологии. Значит, Гагаузия когда-то предоставила налоговую льготу, налоговую преференцию этой компании. Они производители табачных изделий. Они были освобождены в том числе от налога на добавленную стоимость, от налога на прибыль. А это обычная практика? Тогда, это была законная практика не только для Интертабак. Многие компании этим успешно пользовались и пользуются и сегодня. Есть эти компании. А почему именно для одной компании было принято решение приостановить? С этой компанией была такая ситуация, что исполнительный комитет, который вышел к Народному собранию, что давайте мы им предоставим эту преференцию, вышел с другой инициативой о том, что они не выполняют те обязательства, которые были взяты Но на это был себя. уже другой исполком. Один Да. исполком принимал решение, Да, потом это другой при исполком. Фарбузале давали, при Ирине Влах отменяли. Так вот, депутаты Народного собрания, в том числе я, проголосовали за то, чтобы отменить, потому что исполнительный комитет говорит, они нарушили инвестиционный договор. Ну, это обычная практика. Компания посчитала себя ущемленной, что она приобрела специальное оборудование, что она упустила прибыль, и что она, в принципе, выполнила все условия, все это игра. И вот судебная инстанция первого уровня приняла решение в пользу компании. Александр Ильич, а сколько лет длилось вот это заседание, сколько лет прошло? Ведь вот я как раз хочу прийти к этому. Вы помните, когда парламент принял закон по ндс, какие были события? Мы собирали внеочередное заседание Народного собрания, принимали отзыв, принимали решения, были наняты лучшие адвокаты, было столько сделано всего, чтобы выиграть это дело. На самом деле оно как будто выиграно, ну ладно, сейчас это не тема для рассуждения. Сейчас, да. Я к чему? Хотя там с правовой точки зрения дело было очень простое, потому что парламент нарушил хартию местного самоуправления, неся изменения в финансовые взаимоотношения Камрад-Кишинев без консультации с Камратом. Там дело было выигрышно с правовой точки зрения очень просто. Здесь намного сложнее процесс. Здесь нет хартии местного самоуправления, здесь только взаимоотношения экономический агент, власть. Тишина. Я работал в Народном собрании. Вы имеете в виду со стороны власти? Является исполнительного комитета. Вы сейчас видите, чтобы наняли каких-то адвокатов, чтобы какой-то... Такое ощущение, Александр Ильич, подыгрывают? Так в Народном собрании я работал. Я почти не знал об этом случае, что этот вопрос рассматривается. То есть все тишь и благодать. Хотя на кону 60 миллионов леев, это в 2 раза больше, чем возмещение по НДС. Но иногда можно за деньги помолчать. Ну, вот такое ощущение создается. Теперь решение, я собираю очередную сессию, когда суд принял решение. Я написал в социальных сетях, ни повестки дня, ничего, все нарушено. У меня возникает ощущение, а может вы специально все так делаете и нарушаете, чтобы это дело проиграть? Ну вот, хаос. Вы понимаете? Там экономический агент непростой. Там работают одни из лучших юристов, которые были одними из лучших прокуроров в свое время, то есть люди с большим опытом. И я сейчас, когда вот со своим делом сталкиваюсь в суде, я много начал понимать, мы почему проигрывали эти суды. Не потому, что мы по логике закона были неправы, процедурно. То не так сделали, тут не вовремя. Если по Интертабаку такая ситуация, а самая главная проблема, что руководит аппаратом Народного собрания, опять же, Дмитрий Константинов, хотя политик, в Народном собрании, в юридическом управлении работают хорошие специалисты, подготовленные, профессиональные, но ими руководит Константинов. И если они принимают такие решения политические, которые даже юристы грамотные потом не могут защитить, мы можем прийти к тому, что мы проиграем это дело, и Гагаузия лишится 2-месячного дохода. То есть вы представляете, 2 месяца Гагаузия не будет получать доходов, а расходы сохранятся. Обращение к президенту и к другим ветвям власти. Но это же... А с какой целью? Ну это как вам сказать? Это обращение сделано. Как можно обратиться к власти, что повлияете на суд? Это значит, либо мы невежи, потому что не знаем, что на суды даже президент не имеет права влиять, что она должна позвонить и сказать, отмените дело по табаку. Ну тогда это мы вообще, куда мы стремимся? Александр Григорьевич, да они же обратились для того, чтобы потом людям сказать, помните, мы им обратились, а она не помогла нам, она не хочет помогать Гагаузии. Вот для этого делаются эти обращения. Ну это же как 2×24, разве нет? То есть Константинов и его игры, они очень юридического читаемые. эффекта никакого это решение не принесет. Никакого.
А для общественности, да, правильно, а мы же отреагировали, вот суд там... Ну так то же самое сделали этот визит дипломатическим миссиям. Но это же не для того, чтобы их приняли, а для того, чтобы сказать, видите, мы не просто сидим в Гагаузии, мы выходим за территорию Гагаузии, мы пошли к ним сами, мы не гордые, говорит он, политик с видео. То есть это может быть еще вот Нас просто не последним принимают. подарком от Дмитрия Константинова для Гагаузии, вот в шлейфе тех достижений, которые мы сегодня говорили, когда еще Гагаузия останется фактически без бюджета? Нет, последним подарком может быть факт, если его, не дай бог, Ферапонтьевки снова выберут на очередной новый мандат. Вот это может быть последний подарок от решение за Константина. людьми. Это тоже может быть. Да. Давайте поговорим еще о том, что атмосфера, которая сейчас царит в автономии, она не самая спокойная, так говорят многие люди, но одновременно многие понимают прекрасно, что неспокойно в регионе, в котором мы проживаем, неспокойно во всем мире, потому что мы видим, что слово «война» для 21 века стало, к сожалению, словом, которое не покидает, возможно, ни одни новости, которые мы читаем с разных лент. И война не только рядом с нами, а войны есть и в других местах. И больно, потому что это происходит с нашими соседями. Больно еще от того, что мы ментально очень связаны, люди, которые проживаем на этой территории. И еще больнее от того, что методы дезинформации, которую используют сегодня политики, они на самом деле очень сильно мешают людям разобраться в ситуации, которая Молдова будет сейчас входить в предвыборную кампанию. И Молдове предстоит выбрать новый парламент, и, как мы понимаем, из всей жизни государства парламент для страны, Народное собрание для Гагаузии – это очень важные органы. Это люди, которые формируют законодательную базу для жизни и закладывают самое лучшее, что может обеспечить, должны закладывать лучшее, что может обеспечить качественную жизнь граждан в этой стране. Как вы думаете, Гагаузия с чем будет вступать в эту предвыборную кампанию? У нас есть новая партия, которая... Новая партия. У нас бывали партии до этого, но они закрывались тихонько. Сейчас новая партия. У вас есть какие-то мысли по поводу предстоящей предвыборной кампании? Как будет участвовать Гагаузия в этом? В Гагаузии есть несколько основных политических игроков, которые будут участвовать на парламентских выборах. Это прежде всего партия социалистов, которая имеет давнюю традицию и корни, да, здесь в Гагаузии, и фракция значительно в Народном собрании, и ребята со своим мнением. Здесь будет важное значение иметь партия, представленная Александром Стейногло. Это политический блок «Альтернатива» в контексте того результата, который он показал на президентских выборах, и в контексте того, как люди с хорошей стороны его знают в автономии. Здесь будет Ирина Влах со своей партией, со своими сторонниками. Она 8 лет здесь была руководителем. Здесь есть новый политический проект Николая Дудоглы, который постарался этнически придать оттенок. Но на самом деле вот вся эта политическая борьба грустнее всего будет, если она будет сведена к тому, что мы имели на президентских выборах, когда никому неизвестный человек, многие из которых не знают, госпожа Фортуна, это была женщина или мужчина, уже не говоря о том, с какими она политическими предпочтениями пришла для Гагаузии, что она вообще для Гагаузии создавала или хочет создать. Она набрала почти 30% или почти 20 тысяч голов в Гагаузии. И если вот эта электоральная коррупция она не будет уничтожена, то все вот наши рассуждения о политологии, о политических партиях, они разобьются о том, что будут выборы просто куплены. Александр Григорьевич, с одной стороны, электоральный подкуп, но с другой стороны, мы очень много говорили в нашей студии о дезинформации. Мы говорили о том, что появляется информация, которая не является достоверной. Мы говорили о дипфейках. Но вот сейчас, буквально на днях, я прочитала о том, что есть новое расследование, которое говорит о том, что были созданы тысячи и тысячи аккаунтов в Телеграм, в ТикТоке и так далее, которые ежедневно огромными порциями предоставляет информацию, которая, во-первых, она негативно показывает каких-то политиков, других возвышает, героизирует, можно сказать, на пустом месте. Как людям в преддверии выборов 28 сентября, как людям научиться различать
что является правильной информацией, верной информацией. Мы много говорим о критическом мышлении, но, к сожалению, вот в этом море, в этом хаосе людям разобраться трудно. Как быть? Я смотрю почти все ваши передачи. Вот у вас недавно был представитель научного сообщества, господин Инак, и вы говорили очень правильные вещи с ним о том, что у людей есть ориентиры человеческие, люди, которые доверяют, так называемые лидеры общественного мнения, которым просто есть уважение к этим людям. И вот очень важно, что таких людей много среди врачей, учителей, представителей науки. Пожалуйста, больше говорите с людьми, более открыты будьте, выступайте, говорите, не закройтесь в своем вот этом мирке, где вы обсуждаете это внутри семьи, и не высказывайте свое мнение, которое важное для людей. Я очень часто дискутирую с врачами, у меня их очень много знакомых, люди действительно и чистые, и порядочные, и вот так же размышляют, как мы с вами говорим о наследии Илана Шора, но не выходят говорить. Хотя вот их одно мнение, оно бы сразу 100-150 человек бы начали думать по-другому. Поэтому у меня, наверное, призыв больше даже не к средствам массовой информации, потому что вы делаете свою работу отменно, есть еще несколько независимых СМИ, которые стараются это делать. А вот к лидерам общественного мнения, потому что гагаузы довольно патриархальны, они слово, да, вот слушают слово. Выходите, говорите, призывайте, потому что та власть, которая сегодня есть в Камрате, если она будет вас призывать голосовать за кого-то в Кишиневе, но вы видите, до чего не довели автономию. Если вы будете голосовать за тех, кого призывает руководство Гагаузии, мы проведем всю страну к этой ситуации. И та же вот Ирина Влах, которая Гагаузию фактически разрушила, несмотря на те преференции, которые автономия имела и от Европейского Союза, и от Турции, и от бюджета государственного. И если вы за них будете голосовать, мы сами себе строим это будущее, которое без будущего. Вы верите в Молдову? Безусловно. Вот давайте на этой оптимистичной ноте и поставим Безусловно. здесь точку, потому что и мы тоже давно Я только одну определились. маленькую запятую, если можно, поставлю Да, перед пожалуйста. точкой. Вы знаете, я вот наблюдаю за работой примаров в Гагаузии, и я вот заметил плеяда молодая, Тамайский примар, примар Камгащика, Чокмайдан, Дизгинжа, как будто другие, вот, чистые, порядочные. Я знаю, что и на национальном уровне есть люди, которые руководят населенными пунктами, которых стараются объединить для каких-то политических целей. Вот эти люди, которые созидатели, я верю, что и в Гагаузии есть будущее, если мы будем выбирать вот таких людей, честных, для которых коррупция это вообще не то. Они пришли созидать и на уровне Кишинева. То я думаю, ситуация поменяется. В общем, надо, чтобы практически полностью тогда нужно заменить депутатский корпус в Народном собрании Гагаузии, потому что там есть депутаты, которые 25 лет уже депутаты, ни одной законодательной инициативы за ними не значится, и большинство из них сейчас находится в той самой шоровской команде, которая подводит людей, жителей автономии, своими решениями и отступлением от законов, самими же принятыми. И так отсутствием получается. ответственности. И отсутствием ответственности, да. Друзья, вот такой получился сегодня диалог в этой студии. С нами был Александр Тарнавский. Мы, Елена Карамит и Екатерина Жекова, говорим вам спасибо. И, безусловно, спасибо за то, что были с нами. И, конечно, подпишитесь на наш канал, поделитесь с друзьями, ставьте лайки. Это для нас важно. Мы хотели бы, чтобы вы помогли нам продвигать наш проект. Пусть больше людей слышат наши дискуссии в нашей стране и не только. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.